Нерабочая неделя завершена, но школьные каникулы продолжаются. Насколько эффективны эти меры для повышения коллективного иммунитета от коронавируса? Обсудим это прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня с нами исполняющая обязанности начальника отдела санитарной охраны территории и надзора на транспорте Управления Роспотребнадзора по Башкортостану Елена Шакирова. Елена Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как Роспотребнадзор оценивает уровень коллективного иммунитета от коронавируса и как оцениваете эффективность школьных каникул и плюс нерабочей недели, которая уже прошла? С учетом того, что по последним научным данным уровень иммунитета против новой коронавирусной инфекции после перенесенного заболевания ослабевает в течение 190 дней, то по состоянию на конец октября, то есть по нашим подсчетам, уровень коллективного иммунитета составлял не более 30% среди всех жителей Республики Башкортостан. В соответствии с этим было вынесено постановление главного государственного санитарного врача по Республике Башкортостан об обязательной вакцинации определенных категорий граждан. И руководством республики введено новое ограничительное мероприятие в виде организации нерабочей недели. То есть цель данных ограничительных мероприятий на самом деле была не только разобщение коллективов рабочих, чтобы предотвратить цепочку, но и наращивание темпов вакцинации. По данным Министерства здравоохранения Республики Башкортостан мы видим, что если в конце октября ежедневно прививалось где-то 7-6 тысяч человек в день, то нерабочей неделе, то есть этот показатель составлял 30 тысяч и более человек в день. То есть в данном случае у людей появилась возможность обратиться в пункты вакцинации и сделать прививку против новой коронавирусной инфекции. При этом после прививочный период отсидеться дома, потому что это очень необходимо для выработки антител, как же правильное питание в этот период, отдых. И в данном случае мы рассчитываем, что все-таки темпы вакцинации у нас будут расти, потому что коллективный иммунитет за счет естественного иммунитета после перенесенного заболевания очень слабый. Необходимо именно иммунитет не менее 80%, и он должен быть приобрестись одномоментно. То есть чем быстрее и чем больше людей мы привьем одномоментно, тем эффективнее будет это мероприятие. То есть цепочка переноса инфекции от одного человека к другому, она у нас здесь уже будет истончаться. То есть здесь мы сможем предотвратить дальнейшее распространение инфекции и снизить заболеваемость в целом по республике. Заболеваемость детей с какого возраста, по вашим наблюдениям, по наблюдениям Роспотребнадзора, начинают болеть дети коронавирусом? И школьные каникулы, то, что продлили, повлияет ли это на заболеваемость? В любом случае, продление школьных каникул, оно сопровождается и продлением каникул не только в общих образовательных учреждениях, но и дополнительного образования. В таком случае дети у нас находятся дома, коллективы разобщены, естественно, это повлияет на процесс распространения инфекции среди детских коллективов, соответственно, мы ожидаем снижения. Но в то же время нельзя говорить о том, что дети у нас не подвержены заражению в семейных очагах, то есть здесь уже надо проводить мероприятия и внутри семьи. Если в семье есть заболевший взрослый, соответственно, ребенка надо будет изолировать. В данном случае здесь уже рассчитываем на благосостоятельность наших граждан. И в данном случае эффект снижения заболеваемости от данной нерабочей недели, он будет не сразу, не моментально, то есть в течение 3-4 недель мы это все увидим. Часто ли болеют дети коронавирусом? Детское население заболевает коронавирусной инфекцией, так же, как и взрослое население, но процентная доля очень низкая. В основном у нас заболевают люди трудоспособного возраста, 30-49 лет, и 50-65 плюс, то есть они составляют основную долю, то есть не более 10% только детское население составляет. Уровень вакцинации как оцениваете и какую картину видите? Вакцинация у нас сейчас идет полным ходом. В республику недавно поступило свыше 2 миллионов доз. С учетом того, что темпы вакцинации у нас наращиваются, на данный момент по состоянию на понедельник, то есть это на 8 ноября, у нас привито 57% от подлежащих вакцинации. То есть это тех, кого мы запланировали. Естественно, это очень маленький процент. Нам все-таки необходимо привить 80% всего населения. То есть с учетом того, что у нас детское население, пока вакцины нет для детей, мы ее не используем, мы прививаем в основном взрослые.
Насколько вероятно, что детей в ближайшем будущем мы будем прививать? Это, к сожалению, сказать пока не могу. Как только поступит вакцина для детей в республику, так сразу поступит, будем прививать. 80% вакцинированных жителей Башкортостана, когда это будет достигнуто, какой эффект это даст? Чем больше у нас будет иммуноневосприимчивого населения среди жителей, тем это будет оказывать на процесс передачи. Вирус, попадая в организм, где уже есть антитела к этому вирусу, он не будет размножаться, не будет, естественно, человек может заболеть, но это будет заболевание в легкой форма ОРВИ, либо бессимптомное носительство. Такое мы тоже видим, у нас такие заболевания регистрируются, но тяжелых последствий данное заболевание вызвать не может. Поэтому все те, кто находится в группе риска по заболеваниям эндокринной системы, сердечно-сосудистой, они в первую очередь должны сделать вакцинацию, чтобы предотвратить развитие тяжелых осложнений. И чем больше населения у нас будет привито, тем маловероятнее пути передачи. То есть часть людей, которые имеют вакцинацию, они просто не восприимчивы к вирусу. Да, можно заразиться, но в основном заболевание может пройти и стороной. Елена Сергеевна, мы знаем, что в декабре вступят в силу новые антиковидные ограничения. Работодатели смогут отстранять от исполнения обязанностей непривитых сотрудников. Как будет работать этот механизм, как будет Роспотребнадзор контролировать, да, и для чего это нужно? В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Башкортостан у нас первый компонент должны сделать до 18 ноября, второй компонент 18 декабря. Процент вакцинированного работающего населения должен быть не менее 80%. 20% это люди, имеющие медотвод, и входящие и прочие работники. То есть это работники в декретном отпуске находящиеся, работники, которые находятся в административных отпусках, на учебе, с отстранением от работы, в командировках длительных, то есть это 20%, остальные должны быть вакцинированы. В данном случае Роспотребнадзором и Министерством труда Российской Федерации выпущены разъяснения для работодателей, они размещены на официальном сайте Роспотребнадзора, где конкретно есть рекомендации, как подсчитывать процент вакцинированных, какие действия дальше проводить, в том числе и нормативная база, на основании на какие нормативные документы можно ссылаться, издавая локальные приказы по предприятию. В этом документе также отражено, что если у нас работники не вакцинировались без уважительной причины, работодатель имеет право его отстранить, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации и федеральным законом об иммунопрофилактике граждан. На основании этих двух нормативных актов работодатель может издать приказ об отстранении работника на весь период эпидемиологического неблагополучия. То есть данные мероприятия, они вводятся в особых условиях и являются временными, то есть на период эпидемиологического неблагополучия. Также в данном документе имеется ссылка на то, что если работодатель может обеспечить дистанционную работу таким гражданам, в основном необходимо это будет применять для тех, у кого есть медотводы от вакцинации, то есть он может организовать дистанционную работу тоже отдельным приказом. Поэтому механизм вот этого отстранения, он в принципе прописан там. Какие санкции предусмотрены к работодателям, которые не будут выполнять эти нормы? Санкции у нас предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, статья 6.3, часть 2. То есть к работодателям для работодателя это влечет наложение административного штрафа от 200 до 50 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности. Елена Сергеевна, уже 2 года весь мир живет в условиях пандемии коронавируса. Первый год, каким был и этот 2021, который второй год пандемии, да, как вы их можете оценить, когда было сложнее и насколько мы далеки от победы над коронавирусом, по вашей оценке? В 2020 году мы только столкнулись с этой инфекцией, очень было много непонятного, как действовать, нормативные акты, они издавались, менялись, было очень много изменений, но в то же время мы видим, что вирус, он со временем меняется его течение, меняется приоритеты риска, то есть мы сейчас видим, что дети у нас все-таки болеют,
в легкой форме, но болеют. Меняется тяжесть течения заболевания. То есть сейчас мы видим, да, у нас очень много регистрируется заболеваний, но в то же время мы видим, что и охват тестирования у нас тоже очень большой. То есть поэтому как бы в этом году, конечно, идет сложнее, с учетом того, что у нас идет подготовка к эпидсезону с гриппом, а грипп это тоже вирусная инфекция, которая имеет сезонное течение. Разрабатываем дифференциальную диагностику новой коронавирусной инфекции, гриппа и других ОРВИ, чтобы не допустить микс инфекций. В данном случае как бы у нас рычаги воздействия на данный момент очень широкие, с учетом того, что у нас есть вакцинация, то есть это неоспоримый плюс. Мы как страна, имеющие практически первые, кто разработали вакцинацию, мы обязаны вакцинировать наших граждан, потому что без вакцинации остановить распространение вирусных инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем, практически невозможно. То есть у нас очень мощный инструмент, для этого есть единственное, надо нарастить темпы вакцинации, и чем больше людей мы вакцинируем одномоментно, тем быстрее мы увидим эффект от этого мероприятия. Ну, сохраняйте оптимизм. Ну, конечно. Спасибо большое, Елена Сергеевна. Будем надеяться, что телезрители, которые не вакцинировались и которые посмотрели наше интервью, обязательно сделают прививку, проконсультировавшись у врача. Спасибо большое. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня нашим гостем была Елена Шакирова, исполняющая обязанности начальника отдела санитарной охраны территории и надзора на транспорте Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.